После выхода сюжета на нашем телеканале про аварийную течь под домом по Ярославского в центре Якутска городские службы начали проводить активную работу по устранению этой проблемы, хотя до этого данный вопрос, мучивший жителей этого дома, не решали годами. Речь об аварийных трубах, пролегающих под домом. Репортаж Сусанны Рожиной. Еще утром сегодня наледи на пешеходных дорожках мешали людям пройти, и течь под домом продолжала затапливать тротуар. Как мы видим, проблема дома по улице Ярославского, 35, до сих пор не решена. Управляющая компания в течение вчерашнего дня лишь раздолбила лед. Но и сегодня течь под домом продолжается и вытекает на прохожую часть зловонной жижей. Однако во второй половине дня была организована совместная комиссия по выявлению причин течи. Управляющая компания убрала наледи с тротуара и начала откачку воды из-под дома. Но теперь возникла другая проблема. Основной виновник аварийной течи «Теплоэнергия» не признает своей вины. Представители предприятия отказываются от официальных комментариев. Но комиссия, куда вошли представители управляющей компании и управы Октябрьского округа, установила, что аварийная течь произошла из-за плохого состояния труб. Пока теплоснабжающая компания не признает вины, другие устраняют последствия чужой недобросовестной работы. Факт остается фактом. Подобные разливы воды под этим домом случаются ежегодно. Пока непонятно, будет ли теплоэнергия производить замену старых труб на новые и когда. Значит, под данным домом проходят тепловые сети горячего холодного водоснабжения, АО «Теплоэнергии», которые принадлежат, они в крайне аварийном состоянии. Значит, у нас имеются акты, имеются фотоматериалы, доказательства того, что эти сети необходимо ремонтировать. Но на сегодняшний день там под зданием сложилась очень нехорошая ситуация. Плюс сейчас происходит оттайка снега, что подтапливает фундамент здания. Значит, нами произведена договоренность управляющей организации и также с ресурсоснабжающей организацией о том, что последствия аварийной ситуации под зданием также все будут убраны, наледь будет очищена и вода из-под дома будет откачана. Вот так, пока компания «Теплоэнергия» и УК ЖКХ Губинская решают вопрос постоянной течи, нарастает угроза прочности фундамента дома, страдают жильцы и обычные горожане, которые не могут спокойно даже пройти по тротуару. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск.